أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وثمرة فؤادنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Уважаемые мои дорогие братья, я вас всех от души поздравляю с самым прекрасным праздником, самым лучшим днем истории человечества, истории сотворения земли. Это в день, когда появился на свет Господин всего человечества, наш Господин Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Ана сайиду вульди Адама валя фахр». Я являюсь господином всего человечества, и я не говорю это от гордости, говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому наш Расулуллах является, пророк, посланник Аллаха, является господином всего человечества и всех умматов, и всех народов. Он господин, он избранный, он тот, которого Аллах назвал своим любимцем. Самый высокий макам возле Аллаха, чтобы Аллах кого-то назвал своим любимцем или же своим рабом. Например, мы все являемся творениями Аллаха. Но истинный макам, уровень убудият, уровень того, чтобы ты был истинным рабом Аллаха, чтобы этого достичь, нужно много усилий. Потому что мы не можем делать такой ибадат, который заслуживает Всевышний Аллах Азза ва Джалля. У нас не получается. То, чего достоин Всевышний Аллах, чтобы ему делали ибадат и душой, и сердцем, и внутренне, и открыто, чтобы мы были названы истинными людьми, которые истинно, как положено, делают Аллаху ибадат, это самый высокий макам. И поэтому Аллах Азза ва Джалля в нескольких местах в Коране говорит, упоминая пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Абдуна, абдаху», наш раб, раб Аллаха, Мухаммад. Вот так Аллах говорит о нашем пророке, поднимая его на уровень истинного раба, который стал истинным на макаме убудият. Мы знаем, дорогие братья, хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в котором Всевышний Аллах нашу любовь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, связал с иманом, с нашим иманом связал нашу любовь. И Всевышний Аллах, Азза ва Джалля, это пророк, алейхиссалату вассалям, достоверный хадис, который приводит Муслим и другие мухаддисы. Посланник Аллаха говорит, саллаллаху алейхи вассалям: «Ла ю'мину ахадукум хатта акуна ахабба илейхи мин валидихи ва валадихи ва наси аджмаин». Мы постоянно повторяем этот хадис, чтобы мы осознавали необходимость и важность нашей любви к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Расулуллах говорит: никого из вас иман неполноценный, пока вы не станете меня любить больше своих родителей, больше своих детей, больше всех людей. В категорию всех людей входим, и в том числе и мы сами. В другом хадисе пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Ла ю'мину ахадукум хатта якуна хаваху таби'ан лима джи'ту бихи». Ни у кого из вас иман не будет полноценным, пока все его желания не будут следовать тому, с чем я пришел от Аллаха. Значит, когда все наши желания мы будем сравнивать с желаниями посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам. Если что-то хотим сделать, если мы будем всегда ставить перед собой, пожелал ли бы это посланник Аллаха, совершил ли это действие посланник Аллаха или нет. Если совершил, значит мы его совершаем. Если не совершил, хоть мы этого хотим совершать, хоть желает этого наш нафс, мы заставляем свой нафс остановиться от тех действий, которые не сделал бы и не понравились бы посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах Азза ва Джалля говорит: «Ва иннака ла аля хулукун азим». Воистину ты, его переводят
воистину ты как обладающий высокими нравами. Но есть там одна особенность арабского языка. Слово «ля-аля» это означает, что ты являешься над самыми всеми высокими нравами, над всеми этими высокими качествами характера, над всеми ими ты находишься, говорит Всевышний Аллах пророку. Над всеми качествами характера, над всеми великими достоинствами человечества, над ними, говорит, находишься ты, о Мухаммад. Саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям говорил: «Бу'ithту ли утаммима макарим аль-ахлак». Я, Аллах, меня отправил на землю, чтобы завершить все прекрасные качества характера. Были качества характера, которые на земле еще не появились до прихода Расулуллаха саллаллаху алейхи вассалям. Да, у кого-то есть щедрость, у кого-то есть, значит, храбрость, у кого-то есть, значит, доблесть, у кого-то есть, значит, стыд, у кого-то есть, значит, богобоязненность. Да, есть хорошие качества, но были такие качества, которые не появились на свет, пока Аллах не отправил пророка, алейхиссалату вассалам. Да, и поэтому Аллах его восхваляет. Некоторые говорят, что Аллаха, пророка восхвалять нельзя. Вы чересчур восхваляете пророка. Ведь же пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Ля татруни кама атраатин насара Иса ибн Марьям». Вы не возвышайте меня, как это сделали, возвысили христиане своего пророка Иса ибн Марьяма. Так меня не возвышайте, говорит, сказал пророк. Почему вы его возвышаете? Почему читаете маулиды? Почему хвалите пророка? Говорят те люди, которые себя называют мусульманами. Они это говорят из-за того, что не поняли, что такое любовь к посланнику Аллаха, и не поняли, что это обязательно. И не поняли правильный смысл хадиса пророка, алейхиссалату вассалам. Не возвышайте меня, как это сделали кто? Христиане. Что сказали христиане по поводу Иса ибн Марьям? Они сказали, что он является Богом. Одна категория говорит, что Иса, он Аллах. И поклоняется Иса как Аллаху. Говорят, Иса это Аллах вошел в облик Иса, пришел на свет. И он является Аллахом. Говорят некоторая часть христиан. Некоторая часть говорят, что он является Божьим сыном. Он Аллаха сын, говорит. Некоторые говорят, значит, что Марьям является Божьей матерью. Уже у Бога появился Бог, появился сын, появилась у Бога жена. Если жена есть, сын есть, у него дедушки должны быть, бабушки должны быть, тети должны быть, двоюродные братья, троюродные братья. Есть, да? Нет уже. И не будет. Субханаллах, Аллах причист от этого. Если у кого-то есть сын, его могущество, значит, его богатство, имущество передается после него кому? Его сыну передается. А разве передается могущество, величие, все сифаты Аллаха, разве они кому-то передаются? А если они переходят, уходят от Аллаха, переходят к его сыну, что получается? До какого-то времени Аллах был могущественным, Аллах был все знающим, Аллах был все видящим, Аллах был все, на все всемогущественным. Вдруг появился сын, и сын у него это все забрал, он остался, значит, слабым. Разве это подобает Аллаху? Субханаллах. Вот что имел в виду пророк, алейхиссалату вассалам. Вы не возвышайте меня, как возвысили христиане. Вы не говорите, что я Бог, и не говорите, что я кто? Божий сын. Скажите, что я пророк и раб Аллаха. Скажите, я же посланник Аллаха, и я раб Аллаха. Вот так говорите. И не говорите то, что говорят христиане про своего пророка. И вы видели какого-нибудь мусульманина, который о пророке, алейхиссалату вассалам, сказал, что он Бог или Божий сын? Нет. После того, как мусульмане о пророке, алейхиссалату вассалам, не говорят, что он Бог или же Божий сын, кроме этих двух вещей, как бы ты его не восхвалял, как бы ты его не возвышал, как бы ты его не хвалил, ты не найдешь никогда до предела восхваления, потому что сам Аллах восхвалил его. И сказал, ты являешься над всеми величественными нравами, качествами характера. Кто может больше, чем это восхвалить? Аллах же восхваляет. Кто может больше, чем это что-то сказать о пророке, алейхиссалату вассалам? Поэтому, дорогие мои братья, Аллах Азза ва Джалля никогда не клялся жизнью кого-либо не было из своих творений. Аллах единственный раз поклялся
жизнью нашего пророка, алейхиссалату вассалам. Жизнью пророка клянется кто? Аллах азза ва джалля. Значит, пророка жизнь должна быть такой величественной, что даже сам Всевышний Аллах клянется жизнью нашего пророка, алейхиссалату вассалам, и говорит: «Ла амрука иннахум лафи сакратихим я'махун». Я клянусь своей жизнью, они еще блуждают в своих заблуждениях, говорит Всевышний Аллах. Я клянусь твоей жизнью. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям, он своей жизнью нам показал нашего истинного Создателя. Альхамдулиллах, мы не поклоняемся камням. Альхамдулиллах, мы не поклоняемся деревьям. Альхамдулиллах, мы не поклоняемся никому и ни к чему, кроме как Всевышнему Аллаху. Если кто-нибудь из людей нам окажет добро, даст деньги, исполнит какую-то нашу нужду, как-нибудь поможет избавить нас от каких-то переживаний, решит нашу какую-то проблему, мы благодарим его или нет? Мы, нормальный человек, должен благодарить. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям говорит: если кто-нибудь из людей сделает вам добро, вы, говорит, ответьте таким же добром ему. Если у вас нет возможности ответить ему таким же добром ему, который он сделал для вас, вы, говорит, делаете ему дуа до тех пор, пока вы не будете считать, что вы ему уже сполна, значит, сделали достаточно дуа, чтобы возблагодарить его. Вот дуа делайте, говорит, человек. А как мы сможем возблагодарить пророка, алейхиссалату вассалам? Если бы не он, мы не спаслись бы от ада. Если бы не Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям, мы никогда бы не нашли бы рай. Если бы не Расулуллах, не был бы на земле Коран, который показывает истинную правильную жизнь для людей, и в конце вечной жизни дает нам вечное счастье. Если кто-то нам дал имущество, мы должны делать дуа до тех пор, пока мы не будем считать, что мы уже расплатились с ним, делая ему хороший дуа. А как мы сможем расплатиться с Расулуллахом, саллаллаху алейхи вассалям, который нам пришел счастьем в двух мирах, обоих мирах, и дунья, и ахират? Как мы можем воздать полную хвалу Расулуллаху, саллаллаху алейхи вассалям, за то, что, с чем он к нам пришел? И то, что он нам дал. Он дал нам счастье в двух мирах. Поэтому, дорогие мои братья, поэтому мы должны его любить больше всего на свете. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: ваш иман неполноценный, пока не станете меня любить больше своих родителей, больше детей, больше всех людей. Я Расул Аллах, разве ты нуждаешься в нашей любви к тебе? Нет, конечно. Разве Расулуллах нуждается в нашей любви к нему? Не нуждается. Почему? Потому что его полюбил сам Всевышний Аллах и назвал его своим любимцем. А почему же Расулуллах так тщательно, усердно говорит, чтобы мы его любили больше всех людей на земле? Почему? Потому что Аллах описывает пророка, алейхиссалату вассалам, и говорит: «Лакад джаакум расулум мин анфусикум, азизун алейхи ма аниттум, харисун алейкум бил му'минина рауфур рахим». Аллах этих аятах говорит: «Лакад джаакум расулум мин анфусикум». Пришел, говорит, к вам пророк и посланник из вас самих же, из людей пришел. Если бы он не пришел бы из числа людей, был бы из ангелами. Ангелы не едят, ангелы не спят, ангелы, значит, не одеваются, ангелы не живут такой человеческой жизнью. И мы не смогли бы у ангелов взять пример во всей нашей жизни, во всех этапах нашей жизни. Как спать, как вставать, как есть, как намаз совершать, как ибадат совершать. Мы это все научились от кого? От посланника Аллаха. Благодаря чему? Потому что он является из формы человека, в форме людей является на земле. Из вас самих, говорит Всевышний Аллах. Азизун алейхи ма аниттум. Ему, говорит, очень трудно его сердцу видеть то, что заставляет, говорит, вас переживать. Трудности, говорит, которые постигают вас, он очень, говорит, с трудом, говорит, он это переживает. Аллах описывает сердце Расулуллаха. Харисун алейкум. Расулуллах говорит, он сильно желающий добро и благо для вас. Кто он? Он сильно желающий оказать нам добро. Поэтому он сказал: ваш иман неполноценный,
пока вы не станете меня любить больше себя, больше родителей, больше всех людей, больше своего нафса. Самое большее, что человек любит, он сам себя любит в первую очередь. Пока ты не начнешь любить пророка больше, даже чем свой нафс, твой иман, говорит, неполноценный. Разве не стоит каждому из нас бояться, дорогие братья? Есть ли у нас такая любовь в нашем сердце? Любим ли мы, как положено, посланника Аллаха? Если мы должны его любить больше своего нафса, и пророк об этом говорит, что мы его должны любить больше о своем нафсе, а как можно говорить, поднимать вопрос, что мы преувеличиваем восхваление пророка? Как мы не должны его преувеличивать в то время, когда он должен стать для нас любимее даже, чем свой нафс? Поэтому, дорогие братья, Расулуллах эти слова сказал, желая нам добра, чтобы наш иман стал полноценным. Вы знаете, кто такой Абу Лахаб? Абу Лахаб, дядя пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Абу Лахаб стал одним из первых родственников, который выступил против посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Если Расулуллах обходил племена арабов, которые приехали для хаджа, то за следами, по стопам пророка шел его дядя Абу Лахаб и говорил людям: не верьте моему племяннику, он заблудший, сбившийся с истинного пути, он чуть не в себе. То, что он говорит, вы вообще внимания не обращайте. Мы лучше знаем своего человека, чем вы. Не верьте ему то, что он говорит. Вот так говорил Абу Лахаб. И тогда Всевышний Аллах Азза ва Джалля не спасал аят Корана, где Всевышний Аллах, этот аят Корана читает весь уммат до судного дня. Аллах говорит: «Таббат яда Аби Лахаб». Стали проклятыми обе руки Абу Лахаба, потому что он, почему назвал руки? Потому что больше всего зарал делал своими руками тоже. Больше всего человек глядит своим языком и руками. Аллах говорит: пусть будут прокляты руки Абу Лахаба. Этот Абу Лахаб, по поводу которого Аллах не спасал проклятие, сказал, будет он проклят из обитателей ада. Имам Аль-Бухари, в книге Сахих Аль-Бухари, приводит следующее и говорит: каждый понедельник Абу Лахабу, его в могиле, смягчается могильное наказание для Абу Лахаба в каждый понедельник. По причине того, что он, когда его обрадовали в понедельник рождением пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он не знал, что он пророк, он обрадовался, что у него родился племянник. За то, что он один раз обрадовался, что у него младшего брата родился племянник, и он, когда его рабыня Суайбат донесла до него эту радостную весть Абу Лахабу, он сказал: Суайбат, за то, что ты меня обрадовала рождением моего племянника, я тебя освобождаю от рабства. За то, что Абу Лахаб один раз обрадовался Расулуллаху в жизни, Аллах говорит, каждый понедельник этому Абу Лахабу, по причине которого не спослан аят, что Аллах его проклял, он говорит, каждый понедельник смягчается, говорит, могильное наказание. Смягчается наказание, и между пальцами, говорит, выходит небольшая, значит, струя воды, которую, говорит, я пью. Его увидел Аббас, его брат Аббас увидел его во сне, и он сказал, меня, говорит, смягчается наказание, говорит, между пальцами, говорит, выходит, говорит, вода каждый понедельник, за то, что он один раз обрадовался пророку, алейхиссалату вассалам. А сейчас представьте себе, дорогие мои братья, те мусульмане, которые уверовали Аллаха, уверовали пророка, наполнены их сердца любовью к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Те, кто читает маулиды, собирает маулиды, ради Аллаха, ради пророка, собирает родственников, друзей, делает садака, радуются, что они из уммата Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, делают шукру Аллаху за то, что ихним пророком оказался самый избранный, лучший из всех пророков и посланников Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Что будет этому мусульманину, когда Абу Лахабу, мы видим, что каждый понедельник смягчается наказание за то, что один раз обрадовался. Приводится хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Этот хадис приводит имам Ан-Насаи, имам Ахмад, имам Табарани. Для кого интересно, и кому это интересно, имам Албани, который, значит, говорит, что он знает хадисы достоверный, не недостоверный, имам Албани тоже говорит, что этот хадис достоверный хадис.
Что говорится в этом хадисе? Послушайте внимательно. Этот хадис приводится от Муавията радiyallahu анху, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه. Однажды, говорит, пророк, алейхиссалату вассалам, вышел, говорит, значит, к своим сподвижникам, которые, говорит, сидели в кругу в мечети, вышел к своим сподвижникам. Сподвижники сидят в мечети, сделали круг, сидят в мечети. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам спросил у них: «Ма аджлясакум?» Ради чего вы здесь собрались и ради чего, значит, сидите здесь в мечети? Они сказали: قالوا جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك. Асхабы пророка. Кто? Асхабы пророка, алейхиссалату вассалам, говорят: «Я Расул Аллах, мы собрались в мечети, чтобы сделать дуа Всевышнему Аллаху и благодарить Аллаха за то, что Аллах нам дал большой ни'мат, направив нас на религию ислам, и за то, что нам Аллах дал большой ни'мат, отправив тебя к нам». Значит, они чему делают шукру Аллаху? Собрались, чтобы сделать шукру Аллаху за то, что они стали мусульманами, и за то, что Аллах оказал милость сподвижникам, пророкам Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Маулид, для чего мы на Маулид собираемся, дорогие братья? Не ради того, чтобы сделать шукру Аллаху и шукру пророка, алейхиссалату вассалям, что он оказался из нашей уммы, пришел к нам от откровением от Аллаха, любимец Аллаха, избранный от Аллаха, первый, кто будет за нас заступаться в судный день, родился, нас вспоминая, умирал, нас вспоминая, станет с могилы перед Аллахом, будет нас вспоминать, нас будет просить у Аллаха. И тогда пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Аллахи ма аджлясакум илля залик». Поклянитесь мне Аллахом, что вы не собрались, кроме как для этой цели. Асхабы удивились. Почему пророк у нас требует, чтобы мы поклялись? Они сказали: «Аллахи, мы клянемся Аллахом, я Расул Аллах, ма джаласна илля залик, ма аджлясана илля залик». Нас здесь не собрало, кроме как вот это намерение, чтобы делать шукру Аллаху за ислам и за то, что Аллах тебя нам сделал ни'матом, отправив к нам. Тогда пророк, алейхиссалату вассалам, им отвечая, говорит: «Ма истахляфтукум тухматам». Я, говорит, у вас не попросил, чтобы вы мне клялись, сомневаясь в вашем намерении. Я, говорит, попросил у вас, чтобы вы мне поклялись, потому что, говорит, только что пришел ангел Джабраиль, алейхиссалам, от Всевышнего Аллаха, и сказал, что Аллах восхищается вами перед своими ангелами. Только что пришел ангел Джабраиль, чтобы сообщить, что Аллах вами восхищается перед своими ангелами. Дорогие мои братья, те, кто отрицает маулид, как они будут смотреть на лицо пророка, алейхиссалату вассалам? Судный день. Воюют с маулидом, воюют с зияратом, отрицает маулид, отрицает зиярат, и третье, четвертое, пятое, десятое, все, что связывает, укрепляет любовь мусульманина, значит, и следование за посланником Аллаха, когда от всего этого отрезает мусульман, каким лицом они будут смотреть пророка, алейхиссалату вассалам, в то время, когда асхабы собирались, чтобы сделать шукру Всевышнему Аллаху. Мы не делаем ничего, кроме того, что делали асхабы. И кому нужна истина, вот этот один хадис должен быть достаточен для того, кто ищет истину. Я сказал, что это достоверный хадис, кому надо, могу показать. Поэтому, дорогие мои братья, и маулид, и можно привести очень много доказательств, и маулиды увеличивают любовь, и следование, значит, изучение истории пророка, алейхиссалату вассалам, увеличивает любовь. Наша цель, чтобы наша любовь была побольше. Наша цель, чтобы мы узнали лучше пророка, алейхиссалату вассалам. Наша цель, чтобы наш иман стал полноценным, а он становится полноценным только лишь тогда, когда мы его начнем любить больше всех людей на земле, больше своих желаний, больше своих страстей, больше своего нафса, вот тогда наш иман становится полноценным. Как любили асхабы пророка, алейхиссалату вассалам? Когда Билял, муаддин пророка, алейхиссалам, находился при смерти, уже умирает Билял. Его жена, увидев, что Билял умирает,
она начала кричать: «Ва, Карба! Ох, горе нам! Покидает нас Билял», говорит жена. А что говорит Билял? Держится за жизнь? Хочет еще какое-то время остаться на земле? Нет. Что говорит Билял? Радiyallahu анху: «Ва тарба, гадан алкал ахибба Мухаммадан ва сахба». Ох, говорит, радость. Завтра я встречусь с моим любимцем Мухаммадом. Завтра я встречусь с своими асхабами, друзьями моими. Ах, какая радость, то, что я умираю, говорил Билял, радiyallahu анху. Радовался смерти Билял. А будем ли мы радоваться при смерти, если сегодня посмотреть на наши дела, на наши поступки, соответствуют ли они шариату пророка, алейхиссалату вассалам, и довольны ли нашими деяниями Аллах и посланник Аллаха? И довольными ли будут они нами завтра, судный день, за наши деяния, поступки, наш характер, наше поведение и так далее? Вот над чем мы должны работать, чтобы перед смертью нам также желали мы встретиться с Аллахом и с пророком, алейхиссалату вассалам. Дочь пророка и посланника Аллаха Фатимату Захра, когда Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям находился уже при смерти, зашла к посланнику Аллаха его любимица, радость его очей Фатима. Пророк саллаллаху алейхи вассалям позвал поближе Фатимат и что-то шепнул ей на ушко. Когда пророк, алейхиссалату вассалам, там дома есть Аиша все видит. Пророк, алейхиссалату вассалам, что-то сказал, значит, на ушко своей дочери Фатима, радiyallahu анха, Фатима заплакала. Потом пророк, алейхиссалату вассалам, еще что-то сказал своей любимице Фатима. Фатима засмеялась, обрадовалась. Когда Аиша, радiyallahu анха, увидела, как дочь пророка сначала заплакала, потом обрадовалась, спрашивает у пророка, это у Фатима спрашивает: «Я Фатима, радiyallahu анха, я, говорит, видела, что пророк, алейхиссалату вассалам, что-то тебе сказал на ушко, ты заплакала, потом ты посмеялась, обрадовалась. Что тебе сказал Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям?» Фатима говорит: Расулуллах, говорит, первый раз, говорит, мне сказал: что он покидает этот мир. Тогда, говорит, я заплакала. И затем, говорит, второй раз пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, мне сказал, что я буду первой из членов семьи пророка, алейхиссалату вассалам, которые первые умрут после него. Пророк, алейхиссалату вассалам, Фатима говорит: после меня первым, кто умрет, будешь ты, о Фатима. Фатима обрадовалась. А чему обрадовалась Фатима? То, что долго не будет разлука его с любимым пророком и с любимым отцом. После пророка, алейхиссалам, Фатима жила всего лишь 6 месяцев. И первая была из, значит, его жен, которая, значит, первая, значит, умерла и покинула этот мир. И отправилась к своему любимому отцу. Поэтому, дорогие братья, будем читать историю пророка, алейхиссалату вассалам. Будем стремиться, чтобы все, что дает нам увеличение этой любви, чтобы этой любви стало побольше, чтобы у нас было иман был полноценным и было полноценное следование за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.